Привет, девчонки! Мы находимся в новогодней мастерской программы «Зеркальце». Меня зовут Юля, а помогает мне сегодня юная помощница Гальсар. Как вы уже догадались, сегодняшний выпуск обещает быть особенно интересным. В преддверии самого сказочного праздника в году мы постараемся сделать этот выпуск волшебным. Сегодня мы подведем долгожданные итоги конкурса «Принцесс». Узнаем интересные факты из истории моды, послушаем нужные советы и научимся делать еще одну сногсшибательную прическу. Лично мне уже не терпится. Оставайтесь с нами, девочки! Ну что ж, Гальсар, начнем с самого главного. Напомним, в нашей группе «Зеркальце ВКонтакте» мы устроили фотоконкурс, где участницы должны были выкладывать фотографии в коронах, ну или с поделками, сделанными своими руками. Итак, фанфары, барабанная дробь. В конкурсе победила самая юная участница Фахриева Милана из города Стерлитамак. Милане всего 2 года, обожает смотреть передачи нашего телеканала «Тамыр». Они с мамой очень любят наряжаться и занимаются рукоделием. Поздравляем от всей души и, как обещали, дарим Миланочке самый настоящий костюм Снегурочки. Тебе не кажется, что здесь чего-то не хватает? Ты читаешь мои мысли. Ну какая же Снегурочка без кокошника? Предлагаю его сегодня сделать своими руками. Без проблем. Пока мы готовим все необходимое для нашего шедевра, наш сундучок расскажет про этот головной убор. Кокошник – старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. История кокошника полна тайн и загадок. Название кокошник происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу или петуха. Кокошники делали на твердой основе. Сверху украшали парчой, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых драгоценными камнями. Они были очень разнообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в 2 косы или уложенные венком, ну или пучком. Этот головной убор считается праздничным и даже свадебным головным убором. Его расшивали различными орнаментами, оберегами и символами супружеской верности и плодородия. То есть кокошник был не только украшением женщины, но еще и ее оберегом. Кокошник оставался элементом и русского сценического костюма. Он является неким символом старой России. На протяжении многих лет привлекает зарубежных модельеров. Начинаем мастерить кокошник. Он у нас будет из картона. Времени у нас немного, поэтому сделаем наш кокошник максимально быстро, но при этом он будет у нас, как всегда, оригинальным и красивым. Все необходимое у нас на столе. Основа у нас будет из старого ободка, также ткань парча, бархат, бусинки, клей, ножницы, картон и бумага. Ну что, начнем? Будем собирать кокошник на клей, практически не используя шитье. Совершенно верно. Наша Снегурочка совсем маленькая, ей 2 годика, и кокошник у нас будет небольшим. Ну что ж, нарисуем эскиз кокошника. Возьмем бумагу, карандаш и рисуем.
Ну вот, Гальсар, оцени, что у меня получилось. Симпатичненько. А вот тут клей виден. Но это ничего страшного, ведь наш кокошник еще не приобрел свою индивидуальность при помощи страз и бусин. Начнем его украшать, и все недочеты спрячутся. Мне кажется, вот эти бусинки подойдут. Замечательно, берем клей и давай подавай тихонечко, придерживай, чтобы у нас было все аккуратно и клей нигде не торчал. Пока мы с Гальсар фантазируем и клеим бусинки, вы, девчонки, посмотрите новогодние советы нашего дневничка. 2014 год – год синей деревянной лошади, так что в праздничном наряде предпочтительны синий и зеленые цвета, а также их оттенки – голубой, фиолетовый, бирюзовый, цвет морской волны и небесно-голубой. Также можно использовать серый и все цвета, присущие окраске этого животного. Легкие струящиеся платья из атласа и шелка с узорами, подчеркивающие достоинство фигуры, станут актуальны и на школьном новогоднем балу. Решая, что одеть в новогоднюю ночь, обратите внимание на легкую, прозрачную, романтическую одежду. Это могут быть кофточки или шарфы, или накидки из прозрачного шифона. Образ завершаем вьющимися голливудскими локонами. Это будет символизировать гриву дерзкого, своенравного животного. А разнообразные косички с лентами и изысканные хвосты, сочетающиеся с нарядами из натуральных тканей, помогут подчеркнуть вашу естественную красоту и грациозность. Макияж и маникюр в эту новогоднюю ночь должны быть сдержанными, натуральными. Не стоит перегружать ваш образ. Свой новогодний наряд можно планировать уже сейчас. Времени еще предостаточно. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так что главный ваш наряд – это хорошее настроение. Гальсар, скажи, а ты уже определилась, какую прическу сделаешь на Новый год? Нет, еще не знаю. Посоветуй с мамой, она у меня тоже такая мастерица. Тогда вам нужно вместе посмотреть нашу рубрику «Мастер-класс по новогодним прическам». Готово! Девчонки, сегодня мы сделали вот такой замечательный кокошник для нашей юной Снегурочки. Узнали много интересного и определились с образом на Новый год. Девочки, желаю вам креативных идей в новом году. С Новым годом, с новым счастьем, с новым шедевром! Пока! Увидимся в зеркальце!